Президент Абхазии Рауль Хаджимба, премьер-министр Беслан Барцыц, спикер парламента Валерий Бганба, родители и родственники невинно убиенных, а также учащиеся, ветераны войны, представители общественности возложили венки и цветы у памятника жертв ладской трагедии в Гудауте. Сегодняшний день – это самая трагичная дата в истории абхазского народа, новейшей истории. Те зверства, которые были во время войны, именно этот день, 14 декабря, наверное, всегда останется в памяти абхазского народа, как напоминание о тех зверствах, которые были здесь во время войны, через что прошел наш народ. Это трагичная история, трагичная страница. И такое событие никогда не должно повториться ни у одного народа. И мы вечно должны помнить и чтить память всех погибших и невинно убиенных во время войны. Стон и плач стояли сегодня у мемориала в Гудауте, как и 24 года назад. В малочисленном абхазском народе трудно найти человека, у которого в сбитом вертолете не было, если не родственника, то знакомого. Я не могу говорить, пожалуйста. Их насильно посадили, хотели спасти, но не получилось. Они не хотели вылетать. У меня сестра старшая, больная была, когда война началась. Они хотели ее вывезти, мама и сестра. Я не могу говорить. У меня, знаете, полное кладбище. Я 7 человек похоронила, помимо них. 2 молодых брата. Отец не вынес, и брат сейчас раненый был, тоже умер. Так что мне нет силы, мне нет слез. У каждого в воспоминаниях о тех страшных событиях ослепительная белая ткань, будто декабрьский снег, укрывающий сгоревшие детские тела. В том вертолете жизни люди видели свое спасение, но враг не испытывал жалости к детям. У Тавылы Шинкуба в этом вертолете погибли дочь и 2 внуков. Аида Шинкуба, она, Анатольевна, была замужем за Гинтия Тимура Салвовича. Это ее дочь, дети. Так, Кристина, ей было 2 года 4 месяца, а это Элана, 1 год и 3 месяца было. Сколько было дочери вашей? 23 года. Вы знали, что она садится в этот вертолет? Нет, я не знала. А когда вы услышали эту трагическую? В тот же день у меня брат тоже воевал, и как раз он встретил их, он раненых привозил. И он там увидел ее, он пришел и сказал, что Аида улетела. И буквально через 10 минут уже сказали, что вертолет упал, но до последнего он не смог мне сказать, что вертолет сбили. А потом к 12 часам ночи я уже точно знала, что ее уже нету. Спустя ровно 4 месяца после начала грузино-абхазской войны один из 2 вертолетов российских ВВС, взлетевших в 5 часу вечера с вертолетной площадки в блокадном, голодном и холодном Ткварчале, так и не долетел до Гудауты. Он был сбит тепловой ракетой в районе горного села Лата. По сей день неизвестно имя того, кто 24 года назад нажал на страшную кнопку «Пуск», лишив жизни 87 человек. В основном женщин, в том числе и беременных, и детей в возрасте от недели до 11 лет. Трагедия ни с чем не сравнима. Это страшный фашизм, который совершили грузинские оккупанты на нашей территории. Этот день незабываемый. Например, мы у нас сегодня, вот тут с утра в школе,
классный час, вот именно я в своем классе проводила классный час. Дети вспоминали об этих детях, мы зажигали свечки, кладем цветы, каждый год приезжаем сюда на возложение. Этот день – трагедия для нашей страны. Мы все пришли сюда, чтобы помнить этот день. Сложно говорить об этом. Погибло много детей, матерей, целыми семьями погибали люди. Мне очень жаль всех, кто погиб 14 декабря. Семья Нанба погибли. Они ехали к своему отцу, и все погибли. Абхазия скорбит вместе с родственниками погибших в Ладской трагедии. Они останутся навсегда в памяти народа. Рената Шакай, Саида Гухава, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение.